Добрый вечер. Вы смотрите программу «Территория права» и я, Елизавета Чистоедова. Сегодня часто можно услышать, что есть родители, которые не выполняют свои обязательства по воспитанию и обеспечению детей, не выплачивают алименты и не проявляют должной заботы о них. Кстати, алиментные обязательства могут быть возложены не только на родителя, но и на супруга. Закон также предусматривает возможность получения алиментной помощи между братьями и сестрами, бабушками и внуками, что возможно в том случае, если родители и дети в свое время не выполнили своих обязанностей. Так какие же действия необходимо предпринять для восстановления справедливости в данном вопросе? Эту больную тему мы сегодня разберем с судьей городского суда Натальей Ивановной Новиковой. Здравствуйте, Наталья Ивановна. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, кто кому должен платить алименты? Ну, наверное, мы тогда начнем вообще с понятия, да, что такое алименты. К сожалению, на сегодняшний день законодатель четко не определил. Однако, как правило, мы понимаем под алиментами это определенные денежные средства, которые взыскиваются на содержание несовершеннолетних детей, либо нетрудоспособных совершеннолетних лиц. То есть алименты, они направлены на содержание, на удовлетворение каких-то основных жизненных потребностей, которые в данном случае несовершеннолетнее лицо, да, либо нетрудоспособное совершеннолетнее лицо не может самостоятельно их удовлетворить. Допустим, это, питание, да, лекарства в силу своего возраста, либо состояния здоровья. И кроме того, алименты все-таки они устанавливаются между получателем, да, алиментов и взыскателями. Между ними имеются какие-то определенные родственные связи, которые возникают в силу каких-то брачных отношений, да, либо семейных отношений. Вот как вы уже правильно сказали, это дети к родителям и, соответственно, наоборот, в дальнейшем родители к совершеннолетним детям, супруги, в том числе бывшие, внуки, сестры, братья, дедушки, бабушки и так далее. Спасибо. Давайте сейчас мы посмотрим видеосюжет на эту тему. Все дети, не достигшие 18 лет, по Конституции Российской Федерации имеют право на получение содержания от каждого из родителей, независимо, состоят они в браке или нет. Алименты – правовой инструмент защиты прав детей в этом отношении. Основной документ, подтверждающий это право – свидетельство о рождении, выданное отделом ЗАГС. Совершеннолетние также имеют право на получение денежных средств от родителей, но только в том случае, если они признаны нетрудоспособными. К примеру, если ребенок инвалид. В зависимости от того, как взимаются элементы, выплата осуществляется двумя способами. Первое – в судебном порядке, второе – на основании соглашения или самостоятельно. Некоторые супруги при разводе заключают между собой добровольное алиментное соглашение, документально оформленное и оговаривающее то, как выплачивать алименты. Алиментное соглашение – это добровольное волеизъявление сторон, выражающееся в письменной форме, подлежащее обязательному нотариальному удостоверению, имеющее силу исполнительного листа, и, согласно Гражданско-процессуальному кодексу, взыскание по таким соглашениям осуществляется в первую очередь. Алиментное соглашение начинает действовать с момента его нотариального удостоверения. Изменить или расторгнуть его можно в любое время по взаимному согласию сторон. А вот в одностороннем порядке изменить или расторгнуть данное соглашение невозможно. Стороны в данном соглашении могут предусмотреть размер алиментов, порядок и способы уплаты алиментов. Так, например, плательщик алиментов по соглашению с получателем может установить, что алименты будут выплачиваться в твердой денежной сумме, периодическими платежами, либо единовременной выплатой, путем передачи имущества, иными способами, по которым между ними будет достигнуто соглашение. Также это может быть совокупность различных способов. Получатель алиментов может предусмотреть, что он будет получать алименты в виде наличных денежных средств непосредственно у самого плательщика алиментов, либо на банковский счет, либо наличными в организации, которая является местом работы плательщика алиментов, либо почтовым переводом. Надо сказать, что алиментные соглашения по своей природе имеют характер досудебного разбирательства, превентивный, да, характер. Мало кто знает, что алиментные соглашения, согласно семейному законодательству, можно заключить не только между родителями и детьми, не только родители в отношении детей, но также между другими членами семьи. Например, между несовершеннолетними, нетрудоспособными братьями и сестрами, которые имеют право требовать алименты от своих совершеннолетних трудоспособных братьев и сестер.
между бабушками и дедушками, которые нуждаются в содержании, в помощи от своих совершеннолетних трудоспособных внуков, между супругами, бывшими супругами, а также между иными членами семьи. Когда родители не в силах договориться мирным путем, взыскание алиментов может быть осуществлено через суд. Право на распоряжение алиментами имеет тот супруг, с которым остался ребенок. Поэтому именно он может обратиться в суд с подачей иска о взыскании алиментов. Наталья Ивановна, скажите, пожалуйста, а как взимаются алименты и какими способами осуществляется выплата? Ну, сейчас, как из сюжета было сказано, да, стороны вправе заключить соглашение об уплате алиментов. В данном случае заключается на добровольных началах. Да, то есть они приходят к какому-то консенсусу, в каком размере, с какой периодичностью. Может быть, сами оговаривают да. свое желание. Да. А в том случае, если стороны не пришли к какому-либо соглашению, да, они вправе обратиться уже непосредственно в суд. В данном случае есть два варианта. Это судебный приказ, который выносится у нас мировыми судьями судебных участков, и рассматривается уже исковое заявление в районных городских судах. Ну, наверное, возникает как бы резонный вопрос, да, в чем отличие. Мировой судья судебных участков может вынести судебный приказ, если заявлено требование о взыскании алиментов в долевом отношении. То есть, допустим, 1/3, да, 1/4 и так далее. И в том числе, если имеются как бы документы, которые свидетельствуют о том, что данный доход в данном случае как бы должник он получает. То есть какая-то справка, да, с места работы и так далее. А уже в данном случае, если мы говорим о районных городских судах, они рассматривают вопросы о взыскании алиментов, если заявлено требование в твердой денежной сумме, допустим, 10 тысяч, 15 тысяч на каждого ребенка. Да? Либо вот еще часто рассматривается взыскание алиментов кратной величине прожиточного минимума. То есть 1/2, либо полностью возлагается на ответчика прожиточный минимум. И данный прожиточный минимум у нас устанавливается исполнительными органами государственной власти, то есть у нас правительство Республики Саха-Якутия, да, и на сегодняшний день он составляет на детей 21 тысяча, ну там с лишним, на пенсионеров 17 700 тоже, и на трудоспособное население это порядка 22,5 тысяч рублей. Также районные и городские суды рассматривают заявление о взыскании алиментов, если также имеется требование об установлении отцовства, об оспаривании отцовства, о лишении родительских прав, об ограничении в родительских правах, если необходимо привлечь каких-то других заинтересованных лиц. Да? И очень часто бывает, когда должник, он уже несет какие-то алиментные обязательства в отношении других несовершеннолетних лиц. В данном случае тоже рассматривает районный суд. И также основанием является, когда вынесен определение об отмене судебного приказа о взыскании алиментов. То есть когда взыскатель получил, да, судебный приказ о взыскании всего алиментов, и он не согласен, и направляет соответствующее возражение, в связи с чем ранее вынесенный судебный приказ отменяется. Ну, в данном случае подлежит рассмотрению в районных судах. А вообще можно отказаться от алиментов? Нет, отказ от алиментов у нас не предусмотрен законодательно. В данном случае не взыскатель, да, если мы говорим сначала, вот, допустим, о должнике, как правило, у нас алименты взыскиваются на основании, допустим, соглашения, да, об уплате алиментов. А на данное соглашение у нас распространяются те требования, которые предъявляются вообще к простой гражданско-правовым сделкам. И, соответственно, односторонний отказ у нас не предусмотрен. Что касается решений судов, на основании которых, да, взыскан алимент, судебное решение не обязательно к исполнению. Поэтому зависеть там от желания, да, либо нежелания также не могут. И также вот хочется оговориться, что взыскатель, допустим, мать, да, как правило, у нас бывает, В основном мама, также не вправе отказаться от уже взысканных алиментов, поскольку правовая природа именно алиментов, она направлена на удовлетворение потребностей ребенка несовершеннолетнего, именно для обеспечения его интересов. И в данном случае, наверное, все-таки отказ от матери от уже взысканных алиментов будет не совсем правильным. Ну да. А куда истец подает исковое заявление? Ну, вот, как уже было сказано, это может обратиться либо к мировому судье, да, либо в районный городской суд. Если мы говорим о районных городских судах, то он предоставляет это письменное заявление, которое он подписывает, излагает какие-то основные, да, свои доводы.
Как таких образцов нет, они у нас имеются в широком доступе в интернете, да, если мы в поисковике, да, можно. Ну, вот все-таки отдельно еще хотелось бы, наверное, оговорить, какие требования, да, имеются, Это поскольку у нас вот с лета текущего года истцы должны указывать определенные сведения в отношении ответчика. Это кроме фамилии, имя, отчества, да, даты, места рождения, места проживания, они также должны указать идентификатор. Допустим, это реквизиты паспорта, да, гражданина Российской Федерации. А если нет этих данных? Вот, а если нет, и он не владеет, да, вот этими сведениями, допустим, ответчик отказывается предоставлять, либо, ну, бывает так, что... Либо уже поменял паспорт, да, либо там, да? Всякое бывает, то он в этом заявлении пишет ходатайство о том, чтобы суд самостоятельно уже разъясняем, да, когда выносим решение о взыскании алиментов. Материальное положение, допустим, сменилось место работы, да, соответственно, заработная плата поменялась. Это то есть ответчика? Это у ответчика. У истца, ну, он располагает этими сведениями, да, в данном случае наоборот, что он ушел на более там, высокую должность, да, или имеет какой-то иной доход, предпринимательская деятельность и так далее. Изменились какие-то семейные обстоятельства. Ну, как правило, у нас тоже со стороны ответчиков имеется, ну, то есть вступает дополнительный брак, да, рождаются дополнительные дети, либо взысканы уже алименты на других несовершеннолетних лиц, кроме как, ну, заявленных ранее. А вот есть понятие неустойка по алиментам, вот, ну, взыскание неустойки. Неустойка, как и вообще в целом, да, она подразумевает определенные, ну, как бы штрафная санкция, да, денежная сумма, которая возникает у нас в связи с тем, что возникает задолженность за просрочку платежей. В данном случае неустойка может быть предусмотрена соглашением об оплате алиментов, да, которое у нас заключается в письменной форме, нотариально удостоверено. Либо, если эта задолженность возникла на основании решения суда, то в данном случае уже взыскивается в размере 1/10 на сумму задолженности, вносится решение суда в данном случае. Ну, то есть бывают случаи у нас, в случае ухищрения, скажем так, да, ответчик бывает иногда меняет место проживания или место работы там, да, и, ну, таким образом он не выплачивает алименты, да? Ясно. Бывает ли, что гражданин вот, против ДНК, ну, например, установление отцовства, то есть женщина жила сама одна, родила от человека, допустим, Иванова Ивана Ивановича, да, и долгое время молчала, потом решила подать в суд на алименты. Ну, в этом случае как быть, допустим? Иванов вот против, допустим, ДНК. Ну, такие случаи тоже достаточно часто у нас рассматриваются, да, когда взыскание алиментов в том числе, ну, подается и одновременно рассматривается вопрос об установлении отцовства. Поскольку ранее ответчик ну, не соглашался, да, установить свое отцовство в отношении несовершеннолетнего ребенка. Ну, вообще любое дело у нас рассматривается сначала подготовка, потом у нас идет это собеседование, да, к судебному разбирательству, потом уже непосредственно само судебное разбирательство. И к заявлению мамы, ну, как правило, да, это мамы, прилагают дополнительные доказательства. То есть это могут быть какие-то фотографии, да, переписка, которая была непосредственно с предполагаемым отцом. Либо это могут быть свидетельские показания, ну, тоже можем их заслушать. В данном случае, в случае отказа, если не согласен, да, ответчик о том, что он является именно биологическим отцом, все равно ставится вопрос о проведении судебно-генетической экспертизы, да, когда берется букальный эпителий. Но ответчики, как правило, соглашаются, потому что, ну, они уверены, да, что мы не являются биологическими отцами. А если они приходят и при этом всячески отказываются, соответственно, ну, можно сделать выводы, да, если человек уверен, что он не отец, он все-таки согласится. То есть
заседание проходит в несколько стадий, так скажем, да, этапов. Первое заседание – это ознакомление, да, то есть Это подготовка собеседования, подготовка, да, когда стороны вызываются и если там документы, да, которые определяют или там действительно доказывают, что этот гражданин является отцом ребенка. Если нет, то вы делаете запрос. Да, делаем запросы. В данном случае в части установления отцовства все-таки основным документом является генетическая экспертиза, да, которая у нас достоверностью может установить. Делается вывод, что вот такой-то, такой-то гражданин Иванов Иван Иванович является отцом несовершеннолетнего ребенка. Либо наоборот, да, отцовство не установлено. Такие случаи тоже могут быть. И, как правило, они все равно согласны. И за проведение вот этой экспертизы они уже сами несут расходы. Неприятно, наверное, конечно, да, в случае. Ясно. А как вообще изыскиваются алименты на детей от разных браков? Вообще у нас законодательно закреплено, да, на одного ребенка у нас взыскивается 1/4 часть доходов или иных, то есть заработка иных доходов ответчика. На 2 детей это 1/3, на 3 и более это уже 1/2, то есть половина заработной платы. И если, допустим, имеется уже алиментные обязательства по другим, мы уже смотрим. То есть если, к примеру, возьмем 5 детей, да, или 4 детей. То есть они должны быть еще несовершеннолетние? Они, конечно, потому что в данном случае мы говорим о взыскании алиментов на несовершеннолетних лиц, которые не достигли 18 лет. То, соответственно, уже учитывая, что 4 ребенка, соответственно, 1/2 заработной платы и делим на каждого ребенка. Если 4, не всегда, конечно, в долевом, иногда взыскивается и, как я уже говорила, кратная величина прожиточного минимума, установленная на детей. У нас, к сожалению, есть родители, у которых дети воспитываются в детских домах, то есть сироты, да, или которых бросили родители. И вот как с них взыскиваются алименты, если у них нет даже доходов, да, места работы у них нет имущества. Приставы приходят к ним, и нечего с них взять, как говорится. Как они воспитывают, хотя бы на расстоянии своих детей, как они с них взыскивают? Исполнительным производством у нас уже занимаются судебные приставы. Да? По данной категории дела о лишении родительских прав, об ограничении родительских прав, вопрос о взыскании алиментов является обязательным. Даже если они не заявлены, суд все равно должен разрешить эти требования. В порядке исполнительного производства суд уже устанавливает в отношении имущества, да, делает соответствующие запросы, имеются ли счета в каких-то там банках, кредитных организациях, запросы в пенсионные фонды, получает ли какое-то пособие. То есть всячески пытается установить имущество, да, за счет которого можно взыскать алименты. То есть этот родитель в свое время когда-то, допустим, может быть, и оформил пенсию, да, оттуда взыскивается алименты на ребенка, который находится в детском доме. Да, к доходам в том числе относятся и пособия, пенсии, стипендии, какие-то денежные средства, которые он получил в счет возмещения вреда. Все это подлежит в том числе уплате на алименты. Да, с ними, конечно, гораздо сложнее, наверное, да? С такими родителями. Да. То есть опекуны, попечители должны контролировать данный вопрос и вести определенную работу совместно с органами опеки, да? И судебный пристав, конечно. И судебный пристав. Да, давайте мы еще раз видеосюжет посмотрим. Ежегодно примерно от 150 до 200 родителей лишаются родительских прав, либо ограничиваются в родительских правах. Например, за 9 месяцев текущего года лишены родительских прав у нас 150 родителей, 175 в отношении 175 детей. 37 родителей ограничены в родительских правах. В некоторых случаях семейное законодательство предусматривает вариант обращения в суд органа опеки с целью защитить интересы ребенка, независимо от мнения и желания родителей по вопросу о том, как выплачивать алименты. Семейный кодекс России говорит об обязанности содержать своих несовершеннолетних детей даже после лишения родительских прав, а также когда дети помещены в детские учреждения и находятся на полном государственном обеспечении.
Правом предъявления иска о взыскании алиментов в пользу детей, оставшихся без попечения родителей, обладают опекун, он же попечитель, приемные родители, организации для детей-сирот. В отделе опеки и попечительства состоит 726 детей, которые остались без попечения родителей. Из них в отношении 463 детей, ну, то есть эти дети, они имеют право получения на алиментов. Это дети, те, которые, в общем, родители лишены родительских прав, получается, над ними установлена опека, либо же они воспитываются в приемной семье. На детей, оставшихся без попечения родителей, алименты выплачиваются опекуну или их приемным родителям. Алименты, взыскиваемые с родителей на детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в воспитательных учреждениях, медицинских организациях, учреждениях социальной защиты населения и в аналогичных организациях, зачисляются на счета этих организаций, где учитываются отдельно по каждому ребенку. Наталья Ивановна, вот скажите, пожалуйста, допустим, семья в браке удочерила или усыновила ребенка, а потом они разводятся, и продолжается ли выплата вот на такого, ну, на данного ребенка? Ну, в данном случае мы, наверное, будем исходить из того, что вот у нас семейное законодательство, да, предусматривает прекращение алиментных обязательств в случае усыновления либо удочерения ребенка у кровного родителя, да, в данном случае, поскольку сам факт усыновления, он влечет не только на прекращение обязанностей, но и прав. И, соответственно, наоборот, да, они возникают, вот эти вот права на воспитание, обязанности по содержанию уже у лица, которое усыновило. И отказ от уплаты алиментов в случае расторжения брака с родителем, да, данного ребенка тоже является неправомерным, поскольку тут не зависит, является родным ребенком, да, не является, он уже установлен в качестве отца, Ну да, то есть свидетельство о рождении либо уже матери написано. уже установлен, соответственно, все права и обязанности он также несет, продолжает нести, вне зависимости от состоит он до сих пор в браке, либо не состоит. По закону у нас алименты выплачиваются до совершеннолетия ребенка, то есть до 18 лет. Вот ребенку стукнуло 18 лет, и что делается дальше? Куда обратиться? Идти к судебному приставу или чтобы отозвали исполнительный лист, или как вообще, что это, что происходит? Ну, здесь получается у нас обязанность по содержанию несовершеннолетних детей, да, у нас возложена на родителей именно несовершеннолетних. Совершеннолетие у нас возникает в силу того, что ребенок достигает 18 лет, да, либо вот в случае эмансипации. И когда ребенок достигает 18 лет, уже исполнительное производство, соответственно, судебным приставом у нас прекращается. В самом решении суда мы также, да, пишем, там, взыскать с Иванова Ивана Ивановича алименты на содержание вот такого-то, такого-то ребенка в таком-то размере до его совершеннолетия. Соответственно, мы указываем момент, да, до которого данное обязательство он несет. При этом вот тоже хотелось бы отметить, что зачастую поступают иски, когда матери подают взыскание алиментов, в том числе и на трудоспособных совершеннолетних детей. Да? Те, которые, ну, скажем, там, дети-студенты, которые обучаются у нас по очной форме обучения в образовательных учреждениях. В данном случае у нас законом не предусмотрено внесение алиментных обязательств в отношении детей студентов, трудоспособных несовершеннолетних лиц. Однако То есть инвалидам, допустим, если инвалид... это уже не трудоспособные. В части вот трудоспособных совершеннолетних лиц можно заключить соглашение. То есть оно может уплачивать только на добровольных началах. Другая категория — это нетрудоспособные, да, совершеннолетние дети, то есть дети, не только дети, а вообще другие члены семьи, это те, которые достигли 18-летнего возраста, но являются нетрудоспособными. Да. Что, кто такие нетрудоспособные? Это у нас лица, признанные инвалидами первой, второй, третьей группы, вне зависимости от группы, и лица, которые достигли общеустановленного пенсионного возраста. То есть в данном случае, конечно, тоже взыскивается. И вот отдельно также взыскатель вправе, кроме как взыскания алиментов, да, требованием, он вправе обратиться и с требованием о внесении дополнительных расходов. Да, вот про это я хотела еще спросить. На несовершеннолетних, да, кроме алиментов. Это вот что, на образование, да, на что вообще, на лечение, допустим? Это, да, вот дополнительные расходы, они
могут быть взысканы в исключительных случаях, да, и в случае необходимости несения этих расходов. То есть это может быть, как вы правильно сказали, это какое-то тяжелое заболевание, да, полученное увечье, необходимость какого-то постороннего ухода за этим лицом, необходимость приобретения жизненно важных лекарственных препаратов и так далее. Ну, в данном случае все-таки дополнительные расходы могут быть взысканы при двух одновременных условиях. Это необходимость их несения, которая может быть установлена там, медицинскими документами, да, там, программа по реабилитации, какие-то вот средства передвижения, допустим, да, необходимо приобрести. И исключительность именно, тоже вот то, что носит исключительный характер. То в данном случае, конечно, суд также взыскивает и дополнительные расходы. Причем как по фактическим, да, которые уже взыскатель понес, так и те, которые могут быть понесены в будущем в том числе. Ну вот мы сказали, как раз супруги тоже могут подать на алименты даже во время брака, да? То есть супруга беременная, во время беременности, там, да, или во время декретного отпуска, когда, ну, по уходу за ребенком. Ну, тоже вот эта вот обязанность, она у нас возникает из обязанности, которая у нас закреплена, да, в семейном законодательстве. Супруги должны друг друга материально поддерживать. И это вот обязательство, оно, обязанность, точнее. У нас вообще это практикуется, да? Да, конечно, достаточно. Ну, не так часто, конечно, но они имеют место быть. И вот с момента заключения брака, соответственно, возникает обязанность поддерживать, да, и в каких случаях супруг, в том числе и бывший супруг, да, то есть когда уже брак расторгнут, может обратиться с иском о взыскании алиментов. Это, во-первых, нетрудоспособность, и нужда, ну, он является нетрудоспособным и нуждается в помощи. Второй, вот как вы сказали, это период беременности, да, и в течение 3 лет с момента рождения ребенка, ну, отпуск по уходу за ребенком, да, то есть необходимо осуществлять уход, соответственно, она не может получать какие-то дополнительные доходы. И также в случае, если родители осуществляют уход за ребенком-инвалидом, либо инвалидом первой группы. То есть может отец, допустим, ну любой родитель, мама, папа, там, да, подать на выплату. Конечно, приложив соответствующие ребенка. Документы, да, о том, что если мы говорим осуществляет уход за ребенком-инвалидом, то принести соответствующие документы, да, подтверждающие, это у нас социальные органы тоже выдают. Ну, если это беременность по уходу за ребенком, тоже, да, там справку с места работы, либо какие-то иные документы о том, что, ну, подтверждают. И в данном случае, что еще нуждается. Вот еще в части взыскания алиментов на супругов, да, тоже хочется сказать, что они могут быть взысканы только в твердой денежной сумме. Если на детей они могут быть как в долевом, то на супругов только в твердой денежной сумме. И второе обстоятельство — это то, что должник, он может это обеспечить. То есть вот эта вот именно финансовая возможность, она тоже должна присутствовать. Поскольку, кроме того, что вот заявлены эти требования, во-первых, ему самому нужно, да, чем-то там питаться и так далее. И кроме того, могут быть какие-то другие члены семьи, в отношении которых он тоже несет обязанности. То есть вот это вот все обязательно тоже учитывается. Спасибо. Внимание, давайте на экран еще раз посмотрим эти сюжеты. Согласно действующему законодательству различаются следующие виды алиментных обязательств. Алиментные обязательства родителей и детей. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Алиментные обязательства иных членов семей, братьев и сестер, дедушки, бабушки и внуков, воспитанников и воспитателей, пасынков, падчериц и отчима мачехи. Наталья Ивановна, может, у вас есть какой-нибудь случай там из судебной практики? Не могли бы нам озвучить? Ну, очень часто, не то что часто, но ранее, да, поступали иски об оспаривании отцовства, да, с тем, чтобы уйти от алиментных обязательств. Это в том случае, когда лицо устанавливало свое отцовство в отношении ребенка, зная, да, что он не является биологическим отцом. То есть он встречался с матерью ребенка, а ребенку уже исполнилось 5 лет. Или, там, ну, или даже когда она находилась в состоянии беременности, он тоже знал, что он не является биологическим отцом ребенка. Ну, в дальнейшем там в силу определенных обстоятельств жизненных брак между сторонами распадается, и мама подает исковое заявление о взыскании алиментов своего бывшего супруга.
Вот в дальнейшем, не желая, да, как бы нести какие-то алиментные обязательства, истцы подавали исковые заявления, но в данном случае суд, как правило, отказывает в удовлетворении, да, поскольку все-таки он исходит из того, что Не он сам, биологически. ну нет, вот то, что он добровольно сам принял на себя, да, зная, что ребенок не является биологическим, тем не менее, в дальнейшем все равно вот эта вот обязанность по содержанию этого ребенка, Воспитывание, да, содержание. все равно продолжается. Спасибо, Наталья Ивановна, за нужную информацию. Спасибо еще раз, что пришли к нам в гости. Спасибо, что пригласили. До свидания. До свидания. Итак, при любом решении вопроса об алиментных обязательствах платящему алименты следует обезопасить себя, учитывая основные правила предоставления того, как платятся алименты. При недобросовестном подходе одной из сторон плательщик рискует перейти в категорию должника по алиментам, а это чревато последствиями. К примеру, сейчас в Семейном кодексе четко прописано положение о штрафах в случае неуплаты алиментов, а при злостном уклонении предусмотрена гражданско-правовая, а в некоторых случаях и уголовная ответственность. В общем, платить алименты вовремя и в полном объеме, документально подтверждая свои действия. Именно от того, как платятся алименты, зависит ваша правовая безопасность. Берегите себя, встретимся ровно через неделю. До свидания.